Сегодня мы решили начать секции истории успеха. Я хочу пригласить сюда на сцену уважаемого нами человека, старшего брата, ментора в определенном значении этого слова, Ресуль Ага Велиляева. Я думаю, что лучше будет сидя. Ресуль Ага, так как вы первый, чтобы вам было проще, я хотел бы побеседовать с вами, и мы хотели бы послушать немножко. Конечно же, у вас долгая история, мы все знаем как успешного бизнесмена, предпринимателя, ну, также знаем как основателя фонда Бекира Чобанзаде. Знаем, что, наверное, большинство ученых, специалистов, писателей так или иначе сталкивались с вашим фондом. И расскажите немножко вначале о себе, с чего начинали, что сегодня из себя представляет ваша компания или группа компаний, и немножко о благотворительности. Ассаляму алейкум. Конечно, очень приятно сегодня вот в таком составе собираться, общаться, видеть очень много знакомых лиц, что все-таки очень много сейчас стало больше улыбок, больше открытости, потому что какой-то период времени был, когда мы все были какие-то поникшие, что не видели какое-то свое будущее. Я очень рад, что организовываются вот такие форумы, которые действительно дают определенные шаги для развития нашего народа, нашего Крыма. Много можно рассказывать. Конечно, история успеха, она, наверное, начинается с самого раннего детства. Если кратко в историю пойти, то с чего начиналось? Учился в школе, очень много военной литературы читал почему-то и очень хотел быть героем. Но было одно препятствие, что нету войны, а как я стану героем? Ну вот такие мысли были. Потом уже институт, и вот с института, наверное, уже и началось, что появилось очень большое желание стать советским директором. Вот оно где-то с 3-го курса начало меня преследовать, все время, ну, такое вот желание было. Потом, после окончания института, естественно, все вот эти миражи, которые были, они все рассеялись, что ты со своей головой, со своим умом никому не нужен, где там тебя чуть-чуть прочитали, все задвигают, ну, как в Советском Союзе, все хорошо. Пытаешься, там чуть-чуть тебя приподнимают, потом опять прячут, Узбекистан, потом та же самая история в Крыму. Здесь приехал в 1986 году, устроился в СПМК Шицот, тоже все наши друзья, там Гадомский, Каци и так далее и тому подобное. И, ну, естественно, у меня хорошая была специальность, инженер-электрик, спецэлектромонтаж. Таких специалистов в СПМК не было. Но как только какие-то назначения, я оказываюсь в самом хвосте. Как только сложная работа, Ресуль вперед. Ну, вот так стремился, никто не назначает ни директором, ни прорабом. В конечном итоге Советский Союз развалился, началось кооперативные движения, работали в кооперативах и потом уже организовал свое предприятие, и это была большая для меня радость. Первый приказ — назначение себя директором. Сбылась мечта. Вот теперь я директор. Директор МЧП «Стимул», фирма, которая до сегодняшнего дня еще продолжает работать. Прежде всего, конечно, чтобы куда-то двигаться, надо ставить очень большие задачи перед собой. Мы в 1996 году организовали компанию «Крымопт». Это сложные периоды были, и тогда мы первую рекламу по черноморской телерадиокомпании дали. Там «Белая скала», «Верблюды», и слоган идет, что мы возродим забытые традиции нашего города.
И когда меня в городе встречали, люди говорили: подожди, куда ты замахнулся, какие традиции, что ты сможешь восстановить? Но мы пошагово к этому шли, и мы многого добились. И действительно мы стали одной из крупнейших дистрибьюторских компаний в Украине. И когда первый год, 98-е, 99-е годы, очень много дистрибьюторских собраний были в Киеве, в Днепропетровске, в Запорожье, во Львове. И мы очень со всеми дистрибьюторами общались, и все рассказывают друг другу, говорят: ну, какой состав населения? Я говорю: Белогорск. Где это? Белогорск. Это 16 тысяч. Да не может быть. Ну как можно такую фирму иметь в городе с 16 тысяч населения? Все города 300 тысяч, 400, 500, миллионники, а мы 16 тысяч. Но я себе цель ставил, что именно быть у себя в городе, в родном, в Карасу-Базаре, чтобы именно там развивался этот бизнес. И мы это сделали, и мы показали, что можно работать и в маленьком городе, и развиваться в маленьком городе. Это развитие, в принципе, оно шло по нарастающей, мы все время придумывали новые программы, новые возможности. Но тут хочется вот по благотворительности, да, с первого дня работы мы практически как начали работать в бизнесе, мы начали участвовать в общественной жизни района, города. Помните времена, когда было учителям очень тяжело, зарплат не было, макаронами, крупами, чем угодно раздавали зарплаты. И в каком они униженном состоянии были. И вот в один день приходит ко мне директор школы номер 3, Глинский такой был. Он приходит, говорит: Рисуль, пожалуйста, 2 баночки краски мне надо, там покрасить где-то что-то. Вот мне так, у нас в принципе семья такая, немножко и педагогическое направление там есть. И мне это так вот взволновало, я ему говорю: Анатолий Анатольевич, давайте мы договоримся с вами так. Вы больше никогда ко мне не приходите. Я говорю, буду к вам ходить, и все вы беды свои будете говорить, а мы с вами будем сотрудничать, чтобы мы уровень учителя поднимали. Вот с этого у нас началась вот эта благотворительная деятельность. Мы стали основным спонсором этой школы. Мы проводили разные конкурсы среди учителей, учеников, начальных классов, старших классов. То есть мы начали участвовать в общественной жизни. И, конечно, великие возможности открываются, когда у тебя за спиной есть люди, с кем ты работаешь, близкие люди, кому ты можешь довериться, кто может всегда подставить свое плечо. И без этой команды, конечно, ни в коем случае никогда никаких успехов ты не сможешь добиться. Сначала это самые близкие, родные братья, сестры рядышком, потом двоюродные, троюродные, потом ты начинаешь развиваться, двоюродные, троюродные как-то отпадают, остаются самые близкие, на которые ты опираешься по сегодняшний день. И, конечно, команда, которая создается. Знаете, Белогорский район, Карасу-Базарский район, вы, наверное, все хорошо знаете, много наслышано, и со времен Украины. И вы знаете, чего мы только не делали в этом районе. Больше всего голов, 7 голов, и мэр города. Представьте, из 16, 8 человек, руководители поселков и города. Первый избранный мэр города по Крыму. Первый глава администрации – это Карасу-Базарский район. Это все добивалось, что у нас была команда, а депутатов было не счесть. Конечно, при том, что было мощнейшее сопротивление не только со стороны власти имущих, но и с наших органов управления. Они не любили Белогорский район, но Белогорский район всегда себя показывал, что мы всегда первые, что у нас больше всех депутатов, больше всего голов, больше всего успехов. И когда сегодня говорят,
что да, вот это же уже история. Нет, не история. Если какие-то двери закрываются, открываются совершенно другие двери. И сегодня мы должны в будущее смотреть с открытым забралом. Мы все трудности умеем преодолевать. Мы, когда только вернулись в Крым, было очень сложно. Вы представляете, заниматься бизнесом крымскому татарину в то время, это тебя ни в какие двери не пускают. Ты как изгой какой-то, ты не с этого мира. И никаких знакомств, ничего нету. Я всегда русским своим товарищам говорил: ребят, говорю, как вам легко, вы тот кабинет открыли, одноклассник, там в институте учились, там вместе служили, а у нас никого нету. Мы все сами, мы все двери открывали только сами. И все эти трудности мы преодолевали, и получался результат. И сегодня, да, немножко сложная ситуация. Но поверьте, открываются другие двери. Как Аллах всегда говорил: «Бір қапы япсам, үш қапы да ачарым сізге». Тек о ачық қапыларға кірейік. О қапыларын ачайық та, и мы будем добиваться успеха. Потому что на этой земле мы развиваемся. Это наши корни там, и нам за это легко здесь. И вот когда вот идут какие-то процессы, да, участие в общественной жизни, в политической жизни, и народа, и района, и города, и республики. Вот представьте, вот я еще раз повторяю, 7 голов сельских советов, мэр города, я не говорю о заместителях, и еще 2 депутата, избранные в мажоритарке в Верховном Совете Крыма. Вот это результаты работы команды. Мы были объединены. И сегодня Белогорский район, он непростой район, он очень сложный. Бизнес Белогорского района, 85%, я ответственно заявляю, это крымские татары. Мы уже в возрасте, есть определенные возрастные вещи, но у нас молодежь тоже вся, вот, наверное, в Симферополе кто работает, уже многие что слышат, какие бизнесмены сегодня есть в Белогорском районе. Да, они переселяются сегодня в Симферополь, то есть мы вам передаем. Я вот об этом буквально на днях говорил. Я не знаю, там какой-то берекет есть, или это вот шелковый путь проходил, там что-то оставил. Откуда вот столько там сильных таких вот предпринимателей? Вот знаете, наверное, наши корни, что мы не замыкались сами в себе. Мы все время встречались, мы все время общались. Даже начальник милиции в то время был, первый начальник милиции в Крыму был в Карасу-Базаре. То есть это говорит о том, что мы были едины, мы были сплоченны. У нас были цели и задачи, вот, которые мы выполняли. Не только заработать денег. Заработать денег – это очень хорошее желание, но еще вложить эти деньги правильно. И не только в свой карман, но и в развитие окружения своего. Вот Мухаммед Али правильно говорит, что у нас очень много, еще вот в Белогорском районе много предпринимателей, да? Еще у нас с лечебного выходца есть деревня такая, мы говорим, у вас там клад, что ли? Откуда вы столько оттуда вышли? Это маленькая деревенька. Вот это, наверное, знаете, из поколения в поколение, вот мы от того, что я уйду с этого бизнеса, да, после меня уже молодые ребята, которым 40-45 лет, есть моложе ребята, которым 25-30 лет, которые подхватывают и идут дальше. Да, мы даже между собой конкурируем, иногда мешаем друг другу, иногда даже подставляем друг друга, но все равно мы потом пытаемся как-то сесть за стол и договориться о каких-то вещах. То есть вот это все дает движение вперед, развитие нашего народа. И вот по благотворительной деятельности, да, очень много проектов, которые мы делали. Памятник Бекиру Чобанзаде. Вот сейчас мне иногда, знаете, вот бывает обидно, собираются вот уже 8 месяцев, хотят поставить памятник Абдул-Решиту Медиеву.
Ну и хорошо, меня пригласили, я говорю, ребят, давайте вот так, давайте сделаем по-деловому. Но, к сожалению, у нас вот рука не так, нога не так стоит, это не так. Я говорю, если бы в свое время мы бы Бекиру Чобанзаде памятник обсуждали столько времени, мы бы его еще сегодня не поставили. И я сегодня уже перед собой говорю, я, наверное, не буду участвовать в установке памятника. Мы говорим об одном, 3 месяца тому назад мы в июле хотели запустить памятник, а вчера в газете читаю, что объявили конкурс на изготовление постамента. Это очень важно, конечно, постамент, это, наверное, все, да? Хотя я им говорил, ребят, наша задача поставить. Сегодня есть решение поставить, давайте быстрее сделаем. Нет, они, давайте еще пообсуждаем. Ну, и говорю, дальше сами обсуждайте. То есть вот эти вот все вопросы, которые надо оперативно и быстро решать, пока есть возможность, пока есть время. И вот строительство мечети, да, это самый большой в жизни мой проект, тот проект, который меня захватил всей душой, всем телом. Но и самое главное, Аллах это очень быстро возвращает. Какие бы деньги ни были вложены. Он открывает тебе те двери, которые всегда были закрыты. И ты получаешь отдачу и финансово, и морально, и все. То есть, но одной религии, конечно, мы далеко не пойдем. Да, это очень важный аспект нашей жизни. Надо участвовать и в культурной жизни, в исторической нашей памяти, везде, чтобы мы развивались всесторонне. И тогда нам будет обеспечен успех. У нас очень много молодежи, которые учатся. Вот это, знаете, наверное, где-то прервалось в 90-е годы, когда мы приехали в Крым, и учеба вот на коммерческая основа, все. Когда были высылки, родители кусок хлеба могли не съесть, не купить килограмм мяса, а отправить учиться. Балам окы, балам окы, балам окы. Это культ образования был тогда поставлен. Потом в 90-е годы оно прервалось, коммерция, пошли деньги, заплатили диплом. Я говорю, зачем платите? Идите купите готовый диплом. Зачем каждому преподавателю, может кого-то обижаю, дай Смайлоджа, каждому преподавателю чем раздавать, пошел купил диплом и ходи с этим дипломом. Вот сейчас опять наша молодежь пришла к тому, что надо учиться. Учеба – это движитель наш. Если не будем мы учиться, не будем на голову выше других. Вот в наше время, 86-е, 88-е, 90-е годы, чтобы чего-то добиться, надо было на голову выше остальных быть. И сегодня то же самое. То же самое, если мы будем сильны, на голову выше остальных, нам обеспечен успех. Успех в этой жизни. Успех в нашей жизни. Вы говорили, я думал как раз, да, очень много предпринимателей в вашем регионе выходят, они растут, может быть, некоторые перерастут, а может и переросли вас, Аллах версин, берекет. Переросли. Да, машаллах. Главное, мне кажется, что вы, в свою очередь, может быть, если есть такая возможность, дать им вот этот дух созидания. Для меня мечеть, безусловно, это большой проект. Но для меня, мне кажется, все-таки фонд Бекира Чобанзаде – это самое главное детище, потому что в свое время, когда мы основывали фонд, брали пример с вас, я буду надеяться, что и другие предприниматели не просто так, когда к ним кто-то пришел, вы очень правильно сказали, образование, и не нужно здесь градировать крымско-татарское, русское, украинское, нужно созидать в общество. И чтобы не к ним ходили наши ученые, крымские ученые, педагоги, специалисты, чтобы они приходили и спрашивали. Это очень важно. Чохсаролнус, если есть один вопрос зала, мы готовы принять. Ассаляму алейкум, Мухаммед Аляга. Ассаляму алейкум, Рисаларам. Вопрос такого формата. Стоит ли на сегодняшний день нам диверсифицировать бизнесы? Хороший такой вопрос, но я скажу, без диверсификации сегодня движения вперед не будет.
Потому что вы видите, сколько бизнесов сегодня рушится, и сколько бизнесов надо держать, чтобы поддерживать другие направления. Без диверсификации в одном направлении будет очень сложно. Время сложное. Время, когда не все от тебя зависит, когда очень много зависит от того, какие законы принимаются. И, естественно, без диверсификации, ну аж никак. По крайней мере, 3-4 направления должно быть. Если одно падает, два других поддерживают, пока то направление в падении. Resul Bey, bu Çobanzade fondu Allah kısmetse devam edecek mi yok mu? Milletke bek meraklı bu şey. Исмаил Hoca, мен бұл шейін, сіз білмейсіз, менің жүрегім патлап чықачақ, қачан о çalışып башлайчақ. Мен белесем, жақын вақытте яқшы хаберлер да болар, яқшы хаберлер болмақ керек. Көп жерде лаф етеміз, бұл фондың әбетті çalışacak. Бұл конференциялар бізім өткізген, бұл премиялар, он епсін тіклейчекміз. Қысмет етсе, үкімет тарафынан да, бұл тарафтан бізім аңлайлар, бізім ешітелер. Енді қысмет етсе, яқын вақытлерде бір яқшы хаберлер болар. Ассаляму алейкум. Расул агам, хотел бы задать вопрос конкретно относительно нашего сегодняшнего форума, относительно технологий в бизнесе. Что для вас сейчас технологии в бизнесе? Немножко общий вопрос, я сейчас хочу его конкретизировать. У меня был один проект, который связан с дистрибьюцией. Я хотел, не скрою, выйти на вас, но мне потом сказали, что вы двигаетесь по тому вектору, который двигался в 90-х годах, и не совсем хотите рассматривать сейчас информационные технологии. Поэтому я очень благодарен, что я сейчас здесь оказался и напрямую могу с вами сейчас общаться. Возможно, сейчас в кулуарах у меня получится с вами побеседовать относительно этого вопроса. Вот конкретно по технологиям в бизнесе. Что для вас сейчас технологии в бизнесе? Есть устоявшиеся направления бизнеса в той же самой дистрибьюции, да? Я с самого начала я пытался всегда делать то, что я умею хорошо делать. То, что я посредственно умею делать, я этого не делал, пытался не делать. Потом в моей истории было, мы зашли в технологический бизнес такой серьезный, открыли компанию CityPay по приему платежей, эти автоматы по приему. Очень сложный бизнес был. Он для меня, да, я же тоже уже не мальчик в принципе, но очень сложный бизнес был, и я его мало понимал. Я мало понимал этих программистов, их язык. И тут когда ты не понимаешь, ты не знаешь, чем они занимаются, твоей работой, своей работой, чем они занимаются. То есть те технологии, о которых вы говорите, сегодня очень много в онлайн переходит. Эти все технологии у нас в разработке, но они не так востребованы в Крыму. Если сегодня в Москве, в больших городах эти технологии, они активно развиваются и работают, то мы пробуем, точечно пробуем эти все моменты. Где-то получается, где-то не получается, но там нет никаких заработков сегодня. Возможно, онлайн-доставка, онлайн-прием заказов, эти все вопросы, все-таки они начнут активно развиваться. А пока активности нету, это 1-2% объема продаж, оно никакого влияния не оказывает. То есть, чем больше ты туда будешь вкладывать, тем больше от основного бизнеса ты будешь и ресурс оттягивать, и человеческий ресурс оттягивать. За это здесь мы пытаемся в ногу со временем идти. Мы всегда, знаешь, даже в начале развития нашего бизнеса, мы как никто, как ни один дистрибьютор в Крыму, у нас каждый год по 2-3 тренинга минимум было. Мы всех своих сотрудников и в Киев, и в Одессу, и в Днепропетровск отправляли на учебу, чтобы мы овладевали новыми технологиями продаж. За это мы все время были в лидерах. И мы это никогда не отбрасываем. Но сегодня мы опять на каком-то разломе оказались, да, куда мы будем двигаться, к советской экономике или к свободной экономике? Непонятно же.
Посмотрите, как монополизируются все эти направления. Посмотрите розничную торговлю. Пожалуйста, последние направления, магниты купили Dixie. То есть это идет монополизация рынка. И как оно будет развиваться? Çok sağ olunuz, что поддержали, пришли. Даже я сегодня для себя кое-что почерпал. Думаю, что будет пища для размышления. Знаете, я, может, немного с другими терминами говорил, а сегодня современными терминами будет говорить Мухаммед Али.